с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. В Уфе 8 часов 10 минут. В студии Разиф Абдуллин, Денис Ганиев и Никита Полянин. Мы ведем трансляцию на Ютубе и в Одноклассниках. Можете оставлять свои комментарии там, а также присылать сообщения СМС, WhatsApp и Telegram по телефону 8 927 304 1051. Доброе утро, дорогие друзья. Мы традиционно почитаем прессу, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Далее у нас будут несколько гостей по телефону. Голосование будет еще. Не забудем поголосовать на очень важную тему. Так что ближайшие 50 минут будьте с нами, ну а мы начинаем. Пресса с доставкой на дом. Давай. Можно я начну? Давай, да, ты. так как пятница, и все-таки событие-то грандиозное вчера началось, собственно говоря, 60 лет любимому клубу, хоккейному клубу Салавату Юлаеву, лицу спортивному нашей республики. И вот в день начала празднования юбилея Салават Юлаев уступил Витязю, аутсайдеру КХЛ. По буллитам мы проиграли. Об этом пишут на Башинформе подробно, ну и много других Ты же сам смотрел порталов. матч, игра была интересная. Я смотрел. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Было непросто. В общем-то, 2-2 в основное время и овертайм, и по буллитам мы проиграли. Но, тем не менее, с юбилеем любимый клуб, празднование. Самое интересное, что празднование юбилея будут до 19 января, и закончатся они в день зеленого дерби с Ак-Барсом. И вчера, кстати, было большое количество поздравлений от легендарных хоккеистов прошлых времен, и в том числе Денис Зарипов, капитан команды Ак-Барс, передал привет, поздравления и сказал, что мы желаем вам удачи, но только не в матчах с нами. Ну, в результате в матче с аутсайдером удача от нас отвернулась. Вчера вся страна принимала закон о QR-кодах. Вернее, региональные парламенты. Башкирский парламент не стал оригинальничать и тоже принял. Об этом пишут многие издания, в том числе и мы об этом говорили. Ну, я приведу только аргумент за и против. За Валентин Павлов сказал, что это, скорее всего, все-таки единственное решение, непростое, но единственное верное, способное снизить количество зараженных и умерших от коронавирусной инфекции. То есть вот это мнение медика-профессионала. Фракция КПРФ проголосовала против, и один из депутатов от КПРФ Ильгам Галин объяснил, что я сам лично 3 раза прививался, то есть я не против прививки, но я против палочной системы, чтобы из-под палки гнать население, чтобы они прививались, я, так сказать, я против такой системы. Ну, судя по количеству голосов, все уже решено, в общем-то. Но там в выступлении Павлова много интересного было, и он сказал, что QR-коды защитят от болезни, что, в общем-то, достаточно сомнительно. У него была логика, что QR-коды защитят от заражения. Ну, то да. есть будешь меньше общаться с теми, кто не вакцинирован, получается. Вот такая логика. Ну, в общем, приняли, да? Идем дальше. Пруфы.ру написали о том, что в Уфе установили самую высокую живую елку в России. 35 метров на площади Ленина все это происходило. Начнут ее скоро наряжать. Ну, вообще, Новый год, кстати говоря, близится, и от этого становится немножечко так веселей, радостней. Ну вот новогодняя вполне новость. Вчера тоже мы об этом писали, и многие писали. Уфимский филиал завода «Белавтодеталь», на котором трудятся инвалиды по зрению, решили не продавать. Слава То богу. есть там, ты помнишь, мы общались Да, на эту тему. да. Вот, и сегодня мы, кстати, тоже свяжемся с членом правления региональной организации ВОЗ, с адвокатом Булатом Сафиным, чтобы узнать, как все это произошло. Но суть в том, что вот позитивная новость: работники, которые могли быть уволены, они забили тревогу, стали обращаться в разные органы, и сюда приехала делегация из Москвы, и в итоге завод решили не продавать. Диана Гурцкая даже выступила в поддержку. News 102 публикует материал, вот от которых до сих пор замирает сердце, и ты думаешь, ну сколько можно? Но каждый день говорят: не попадайтесь на уловки мошенников, не отвечайте по телефону, не называйте свои какие-то персональные данные. Ну вот, жительница из Уфы ответила на звонок и осталась без квартиры с 3 кредитами. Серьезно? Да, 42-летняя женщина взяла трубочку, ей представился мужчина сотрудником правоохранительных органов, какой-то второй собеседник там был. Каждый отыграл роль великолепно, и они убедили ее, что, в общем-то, нужно выполнить все указания. Женщина даже не уточнила банк, в котором она оформила на себя 3 кредита и продала квартиру. 6,5 миллионов. Как так происходит? Гипноз, мне кажется, гипноз какой-то. Ну,
Я пытаюсь цензурные слова сейчас подобрать, у меня не получается. Ну как так? Ну по телефону. А на самом деле это все просто. Когда человек не критично оценивает ситуацию, отсутствует критика, то есть сомнения и прочее, тогда вот он попадает в такие ситуации, мне кажется. Не дай бог попасть. То есть нужно сомневаться во всем, нужно критически оценивать любой, не знаю, звонок, там, все что угодно. Вот, а давайте теперь попробуем критически оценить следующую новость. Давайте. Она такая новогодняя и в то же время отношение к QR-кодам имеет. В Башкирии родители на утренники пустят только по QR-кодам. То есть на новогодние утренники, уточняю, в детских садах пустят только по QR-кодам. Об этом сообщает региональное министерство образования, и об этом пишет «Электрогазета». 2 года родители без посещения новогодних праздников. Я так понимаю, Дед Садик. Морозами и Снегурочками вынуждены будут стать либо сотрудники детских садиков, либо когда было родители. по-другому? Да всегда так было. Никогда не приглашали артистов? Ну, какие-то очень богатые, может быть, частные детские садики. В основном, вот я, например... ничего не изменилось, хочешь Да сказать? ничего не изменилось. Вот сын у меня, сколько там, 5 лет они в Ну, садик ходят, и 5 лет все-таки я был Дедом Там Морозом. есть оговорка, что артисты, фотографы, аниматоры, вот так сказать, так называемые третьи лица, не будут допускаться до утренников. Да. Да. Ну, тогда заплачут те, у кого есть деньги. Но нельзя. Вот, а вы говорите, все за деньги можно купить. Нельзя артист купить на утренник. Горобзор опубликовал фотографию, наверняка ты тоже ее видел. Многие СМИ, в общем-то, написали об этом. В деревне Айгыртамак, извиняюсь, Абзелиловского района проводят капитальный ремонт дороги, и там, в общем, разбомбили всю дорогу, отсыпали дорогу скалой. Вот есть у меня фотография, зрители прямого эфира ее видят. И... Вот понятно, что говорят, что это все идет только работа, но вот в то время, как работа идет, как до дома-то добираться? Но мне кажется, если делают какие-то такие вещи, да, либо нужно делать какой-то второй путь, либо сделать это очень быстро, чтобы люди там, в течение, не знаю, 3-4 часов помучились, а дальше поехали, да, но здесь-то отсыпали, и, похоже, это все будет... На следующий год все осталось. Ну, не знаю, нет, говорят, что работы ведутся, работы провели каткование, и, в общем-то, скоро доделают, сказал Талгат Акзамов, это глава раз ты сельсовета. начал про дороги, я продолжу про автобусы. Давайте-ка. МКСЭД опубликовал честный репортаж о том, как жители отдаленных районов Уфы по утрам штурмуют автобусы. Репортаж из Демского района и микрорайона Яркий. И на самом деле, так вот, там внимательно почитаешь, там по секундам, по часам, по минутам все расписано, как люди, и фотографии, вот как раз, у меня фотографии, конечно, как отец с плачущим ребенком попросту не влез в маршрутку. Ну, то есть вот репортаж, Пазик, который... да? Вот я уважаю журналистов за то, что они делают репортажи. Сколько в Пазике, по-моему, 25 мест или до 40 ли мест, что-то такое. Ну, представьте, микрорайон Яркий. Да. Там один дом только на 1500 человек. Как уехать на одном Пазике? Да, ну ладно. Пруфы. Жители Уфы смогут принять участие в обсуждении генплана города. Вот эти новости всегда я как-то подмечать стараюсь. И обращаться к жителям, что нужно проявить активную позицию. Вот помнишь, как обычно бывает, там точечные застройки, никто из соседей не ходит, и потом, конечно же, единогласно принимает и так далее. Нужно сходить, обсудить, подключиться, тем более, что предлагают это все, в общем-то, сделать. С 25 ноября по 18 января проходит общественное обсуждение по проекту генплана. Предложение можно вносить до 5 января. Все желающие могут оставить записи в период работы экспозиции, предложения на сайт городской администрации или по почте главархитектуры Уфа, Российская, дом 50. Пожалуйста. Подожди, а прежде чем отправлять предложение, надо сначала познакомиться с этим генпланом и прочее? Где все это можно найти? Все это можно найти на сайте, видимо, администрации. А здесь об этом не написано. Я помню, что была новость об этом. В здании главархитектуры. Главархитектуры Российская, 50 на экспозиции, в общем-то, все это будет представлено. И плюс в районных администрациях. То есть у нас же 7 районов города, в каждой администрации тоже все информация верно. будет. То есть можно зайти и посмотреть. Но я думаю, и также сайт городского совета участия граждан в МСУ. Вот в электронном виде лучше туда, конечно. Да. Ну вот новость пришла еще из Ишимбая и Салавата. Мы об этом вчера рассказывали. В Башкирии жители Ишимбая и Салавата жалуются на черный дым и запах. Вот. Ну, там новое оборудование настраивают на заводе «Газпром нефтехим Салават». Сотрудники завода об этом предупредили, сказали, что вот мы все настраиваем, поэтому временно активно будет гореть факел. Вот это с понедельника длится. Вот. И очень большой запах, это, короче говоря, это не устраивает людей. А вы видели, как это горит?
Я сам лично нет. Я выложил видеоматериал О. по этому поводу. Никита, посмотри, вот я сейчас Вот показываю в это студии. как будто прям Там прям, нефтяная знаете, вышка какая-то. Да, там прям черный дым. Есть еще где-то у меня кадр, где 2 трубы одновременно горят, и из одной идет белый пар, ну, в общем-то, что логично, да, белый дым, а из другой прям черный дым. И понятно, что люди насторожены, понятно, что люди боятся. Представьте, какое количество там не очень полезных веществ. Самое интересное, что общественники замеряли в Ишимбае воздух, и нашли они там превышение по изопрену в 7 раз и метанолу в 9 раз. Ну вот внизу вот фотография, я показываю сейчас разив, как раз таки белый, Да. черный дым. 2 трубы абсолютно рядом. Ну, будем надеяться, что очень быстро они все-таки эти пусковые свои работы завершат. Ну как быстро, вот 4 дня уже это все продолжалось. Ну, это процесс такой, мы не знаем. Ну, у нас подходит время для трансляции повтора фрагмента программы «Персонально ваш». Напомню, что ее участником был юрист ОВД-инфо, который признан иноагентом, Федор Телин. Давайте послушаем его. Вообще абсурдных уголовных дел, которые у нас повсеместно происходят по стране, будет становиться больше. Например, кто-то оголяет какие-то части тела возле храмов там, или других учреждений, сразу находятся оскорбившиеся люди. Кто-то напишет неосторожные слова в любом своем посте. Тут же сразу прибегают сотрудники правоохранительных органов, которые делают скриншоты и заводят абсурдные уголовные дела. Машина уже запущена. Им нужно зарабатывать на этом, то есть получать свои, как это говорят в народе, палки, поскольку палочная система, то есть это не обязательно будут какие-то политические активисты, это вполне себе будут граждане, которые не имеют отношения даже к политике, но они просто высказались по какой-то теме, которая их интересует, или неосторожно что-то написали. Нужно каждое свое слово буквально фильтровать, чтобы не попасть под козырек. Насколько я помню, в деле Лилии Чанышевой тоже они фигурировали, то есть там было очень много скриншотов именно соцсетей и прочее. Эти скриншоты были сделаны, страницы были написаны, посты давно. Такое ощущение, что все, что в прошлом происходило, теперь, как вы говорите, может быть вписано как бы в историю, в том числе и судебного дела. А разве это не нарушает обычный закон, обратной силы не имеет, вот это правило? Ну, конечно, если мы отталкиваемся от Конституции, это все нарушает обратную силу закона. Но наши правоохранители рассматривают публикации в интернете как длящиеся правонарушение либо преступление. То есть человек мог оставить любую публикацию, ну, предположим, не какой-то запрещенной информации на тот момент. Прошло 10 лет, признали какой-нибудь ролик, да что угодно, экстремистским материалом. И это до сих пор находится на его странице. Понятно, что никто листать не будет на эти 10 лет назад. Но, тем не менее, наши правоохранители, когда хотят, они это ищут и говорят, да, вы совершили, это у вас длящееся преступление, ведь я могу в любой момент пойти и посмотреть. Соответственно, вы нарушили закон. То есть вот такая трактовка. Ну, мы сейчас видим, вот признали экстремистским материалом одну книгу, не буду называть какую, но по ней снят даже российский фильм, который вышел еще в нулевых годах. Будут ли признавать фильм, не знаю, не уверен. Но, тем не менее, видите, каким это последствиям приводит. Но я бы хотел все-таки вернуться к Лилии Чанышевой. Как вы считаете, чем сейчас можно ей помочь? Возможно ли вообще это сделать? Что должно случиться, чтобы она вышла на свободу без наказания? Помочь ей мы можем только максимальной оглаской. Чем больше люди будут о ней писать, говорить, рассказывать, прежде всего, конечно, в социальных сетях, что нашу Лилию Чанышеву судят просто за ее политическую деятельность, когда человек ничего плохого в своей жизни не совершал. То есть прекрасный человек, вел политическую кампанию, пробовал избираться на выборах, делал какие-то предложения, выступал на слушаниях по бюджетам различных уровней. И сейчас это все называется экстремизмом. Конечно, об этом нужно рассказывать. Это вопиющая несправедливость. И те люди, которые посадили ее на данный момент вот за решетку в СИЗО, это и есть настоящие преступники, потому что они прекрасно понимают, что они делают. Они же сами эти материалы делают, кто-то составлял, а кто-то выносил по ним решения. Как ей помочь выбраться? Ну, только максимальной оглаской. Но пока мы видим, что, к сожалению, это не работает. Также я бы хотел сказать, что сейчас ее перевели в СИЗО 6 Москвы, и уже можно ей отправлять туда письма. Они идут в течение 3 рабочих дней, если воспользоваться услугой ФСИН письмо, так называемое. То есть можно через интернет отправить. Поверьте, это очень важно для поддержки морального духа человека. И чем больше ей пишут письма, тем больше те же самые сотрудники ФСИН, мы видим, да, чем они прославились в последнее время в России, тем они будут себя аккуратнее вести по отношению к Лилии.
Ну, я могу только добавить, что здесь нужно указывать адрес этого изолятора. Почтовый индекс 109-383, если кто хочет бумажное письмо отправить. Москва, шоссейная, дом 92. Следственный изолятор УФСИН по городу Москве. Нужно писать Чанышева Лилия Айратовне, 1982 года рождения. В Уфе 8.24, да, мы Не определились, кто будет начинать. Студия Денис Ганиев, Радиев Абдуллин и Никита Полянин. Это был отрывок «Персонально ваш» с Федором Телиным, юристом ОВД-Инфо, признанный иноагентом. Но мы продолжаем, а теперь мы переходим к голосованию. Ой, ну давайте, у нас традиционно тема, которая будоражит сердца многих жителей нашего прекрасного города. Разив, пожалуйста, ваш выход. Так, смотрите, вот была статья на УФА-1 о платных парковках. Платные парковки в Уфе. В общем, стоит или не стоит, пригласили мы московских специалистов в Башкирии, которые хотят как бы запустить эту систему. Вот, ну, как бы все аргументы за и против в этой статье, а мы хотим спросить наших радиослушателей, улучшит ли положение в центре столицы введение платных парковок? Если вы считаете, что да, улучшит, тогда ваш телефон это 262 72 47. С помощью платных парковок можно наладить ситуацию там на дорогах. Как-то можно выровнять, как-то, немножко получше ездить будет, меньше пробок и так далее. Если вы считаете, что нет, не улучшить платные парковки в центре города ситуацию, тогда ваш телефон 262 72 48. 262 72 48. Голосование запускаем, давайте. Голосование. Процесс пошел. Итак, 262 72 47, если вы считаете, что да, парковки помогут в центре разгрузить каким-то образом движение и освободить более-менее улицы. 262 72 48, нет, никак-то не сработает. У меня нет какой-то однозначной позиции по этому поводу. Ну смотри, вот ты помнишь, еще, по-моему, при Ирике Елалой собирались вводить в центре как раз платные парковки, об этом уже очень громко говорили, был партнер. Вот. Ну, там тогда что-то не пошло. Вот что именно, интересно? Сами, та компания говорит, что вроде бы в последний момент передумали в администрации Уфы, но, видимо, все-таки не так просто все. Но, скорее всего, не так просто. Во-вторых, мне кажется, тут непонятно, как на все это общественность среагирует, да? С одной стороны, во всех странах мира центральные части города, куда как можно больше людей стремится, стараются освободить от парковок. Либо вообще запрещают, либо делают платные, чтобы тебе было невыгодно там находиться. Долгое время. Лучше пользоваться тогда общественным транспортом. Ой-ой-ой, ну, не знаю, вот, честно говоря, мне не очень понятно. Советская площадь, которая была, да, на которой парковались там так или иначе люди для того, чтобы передвигаться по центру, сейчас для парковок закрыта, и, конечно же, огромное количество устремляется автомобилей в центр. Но, наверное, парковка на Гостином дворе живет прекрасно, потому что там практически всегда заполнено. Да. По-моему, час там бесплатно, если ты ничего не купил, а потом начинается уже оплата. Если... Ой, наоборот, час бесплатно, если ты что-то там купил, тебе продлевают на час. Ну, наверное, это, с другой стороны, и правильно, потому что едешь по центру, и все центральные улицы, вот та же Ленина, которая в 4 полосы призвана двигаться, да, одна правая всегда забита припаркованными машинами, несмотря на знаки, запрещающие и так далее. Давай еще раз напомнить номера телефонов. 262 72 47. Телефон для тех, кто считает, что парковки улучшат, платные парковки улучшат ситуацию в центре города Уфы. 262 72 48. Если вы считаете, что нет, это никакого изменения не принесет. Я просто вспоминаю, я был в Москве, там люди уже вполне привычные к этому делу. У них у всех есть вот это приложение парковочное, они встали. Ну, допустим, надо тебе там на вокзал. Ты подъехал, остановился на час, оплатил что-то там рублей 500, по-моему, или 600 было. Добежал, там, встретил или, наоборот, проводил, сел и поехал. Ну, 600 рублей, представляете, на нос. Сколько это будет? Сколько людей готовы заплатить 600 рублей за час? С другой стороны, зато это и в бюджет города какую-то копеечку принесет. Ну да, ну а что людям-то делать? Это все понятно. Тут как раз-таки никаких нет проблем с пониманием. Ну а людям-то что делать? А где парковаться? Вот тебе надо в центр. Не знаю, в больницу. Тебе надо приехать в клинику Эрнста Мулдашева, допустим. Это другой разговор. И что делать? И вот сколько с районов приезжает там бабушек, дедушек делать операции. Ну тут еще вторая сторона медали, что должен хорошо работать общественный транспорт. То есть, если вы разгружаете центр, туда должен регулярно и очень часто ходить транспорт. Ну, давайте подводить итоги, да, что ли? пора подводить итоги. Давайте я делаю стоп. Мы ждем еще пару секунд. Напоминаем, что были две версии. Да, я за платные парковки. И, в общем-то, нет,
против. Итак, наши радиослушатели считают, что ситуацию платной парковки в центре не улучшит 75%, а, соответственно, 25% считают, что улучшит. Вот таким образом распределились голоса. А мы прерываемся на московские новости. В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Власти Кузбасса подтверждают гибель 52 человек в результате ЧП на шахте «Листвяжная». Пропавшие 35 горняков признаны погибшими. Жертвами трагедии стали 46 шахтеров и 6 спасателей. Как говорится в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилева, в больницах до сих пор находятся 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей. Вероятная причина аварии – взрыв метановоздушной смеси. Сообщается, что на шахту прибыли 3 отделения военизированной горно-спасательной части. Они изолируют участок горных выработок, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за 3 суток уровень газа повысится до 20%, и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской ЧВК «Вагнер». В принятой резолюции евродепутаты осудили преступления, совершенные российскими наемниками в различных зонах конфликтов, и возложили на российское руководство ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование боевиками. Члены Европарламента настаивают на том, что группу «Вагнера» следует рассматривать как доверенную организацию российского государства, действующую в его интересах. Новая правящая коалиция Германии планирует упростить порядок получения гражданства. В частности, допускается возможность двойного гражданства. Как пишет немецкая Welt, будущее правительство страны также планирует снизить порог проживания на территории Германии, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство, с 8 до 5 лет, а в отдельных случаях до 3 лет. Кроме того, будущий Кабмин намерен пересмотреть положение о приеме в гражданство детей, рожденных от иностранцев, если один из родителей проживал в Германии на законных основаниях не менее 5 лет. Сегодня Москва простится с известным литературоведом и общественным деятелем Мариэттой Чудаковой. Поэт и литературный критик Лев Рубинштейн в интервью «Эхо Москвы» говорил об огромном энтузиазме, с которым Мариэтта Чудакова занималась общественными проблемами, несмотря на критику. Я ей просто восхищался всегда, и как ученым, и как просветителем, но и с некоторых пор и как общественно значимой фигурой. У меня перед глазами стоит ее выступление по телевидению 93-го года, когда она пешком пришла на телестудию, где она очень как-то так митингово, очень мощно, смело выступила. И с тех пор она всегда занимала какую-то невероятно активную позицию, даже этим многих как-то смущало. Многие считали, что академический ученый не должен быть столь вовлечен в политическую и социальную жизнь. Но таков был ее темперамент. Панихида состоится на Миусском кладбище. В Москве сейчас 2 градуса тепла, днем до 3 выше нуля, будет пасмурно. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Ты предприниматель или самозанятый? Хочешь получить бесплатно рекламу своего бизнеса на телевидении, радио, СМИ и в печатных изданиях? Центр «Мой бизнес» и Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства помогут тебе. Звони по телефону 224 99 99, 224 99 99.
Услуга предоставляется в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и индивидуальной предпринимательской инициативы. Количество мест ограничено. Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти. Но Фармленд всегда в сети. Зачем в аптеку идти? Фармленд для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Фармленд. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Дистанционные продажи не ведутся. 18+. Фармленд, что надо. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости, в студии Разиф Абдуллин. В селе Туркменево Баймакского района обнаружены признаки заразного дерматита у коров. По данным издания «Про Урал», всего вычислили 19 хозяйств с зараженными животными, где содержат 200 коров. Весь больной скот был убит. Первый заместитель главы администрации Баймакского района сообщил, что для локализации очага заболевания выставлены карантинные посты. В районе ожидает поступления вакцины, которая привьют весь скот в радиусе 15 километров, а это порядка 8 деревень. Жителям Баймакского района запретили ввозить животных из других областей без согласия ветеринаров, а также производить убой коров без осмотра. Противогололедный материал для Уфы поставит Пермский завод. Муниципальные службы по благоустройству районов города по итогам торгов заключат контракты на поставку материала для содержания дорог с Пермским торговым домом «Уральский завод противогололедных материалов», сообщает коммерсант Уфа со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Контракт, финансируемый из казны города, оценен более чем в 100 миллионов рублей. Поставить около 5,5 тысяч тонн твердого и двухфазного противогололедного материала в виде гранул должны с января по февраль. Издание напоминает, что в ноябре прошлого года контракт стоимостью 108 миллионов рублей на поставку такого же объема реагента заключался с этим же заводом. Правительство Башкирии направило группе компании «Синара», планировавшей развивать трамвайную сеть Уфы, свою версию финансовой модели концессии. Первый вице-премьер республики Рустам Муратов на заседании башкирского парламента сообщил, что власти региона разработали собственную модель финансирования уфимской трамвайной сети, сообщает УФА-1. В апреле правительство Башкирии подписало соглашение по проекту модернизации трамвайной сети Уфы с московской компанией «Синара. Городские транспортные решения». По словам Муратова, предложенные компанией проект и финансовая модель власти региона не совсем устраивают. Он добавил, что правительство направило потенциальному концессионеру собственную финансовую модель, которая обеспечивает республике безрисковую реализацию проекта. Детали модели Муратов не уточнил. Издание напоминает, что изначально проект подразумевал реконструкцию путевого и энергохозяйства, трамваев и депо, создание линий между северной и южной частями города, организацию остановок и обновление подвижного состава. Объем инвестиций в него оценивался более чем в 27 миллиардов рублей. С компанией «Синара» был подписан 5-летний контракт. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе -5, пасмурно, днем потеплеет до -1. Возможен небольшой снег. Разиф Абдуллин, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. В Уфе 8 часов 38 минут. В студии Денис Ганиев, Разиф Абдуллин и Никита Полянин. Мы ведем трансляцию на Ютубе и в Одноклассниках. Свои комментарии можете оставлять там. Также вы можете списать нам сообщения в СМС, в WhatsApp и Телеграме по телефону 8 927 304 1051. Просим вас обязательно подписываться, потому что анонимные сообщения мы не читаем. Да, ни в коем случае. Первый наш собеседник, которому мы сейчас будем дозваниваться, это член Общественной палаты республики, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых, адвокат Булат Сафин. Но инфоповод вполне себе очень хороший. Мы об этом уже сегодня говорили, что Уфимский завод общества Белавтодеталь сначала вроде хотели продать, и на нем трудился примерно порядка 20 инвалидов по зрению, которые были
очень сильно этим встревожены, думали, что потеряют рабочие места. Вот, сюда приехала московская делегация, и в итоге все разрешилось благополучно. Булат на связи. Доброе утро. Доброе утро, Булат. Доброе утро. Расскажите, как вчера все происходило, вот именно заседание вот это внеочередное, на котором было принято решение, что примерно, буквально вкратце, если можно. Члены Центрального правления Всероссийского общества слепых высказали критику по результатам анализа деятельности республиканской организации и вот этих заводов. Нескольких они проехали, но конкретно этого. Были выявлены, некоторые недостатки в их деятельности, в том числе финансового рода, что и стало причиной жесткой критики в адрес руководства. В результате этого руководитель Башкирской республиканской организации инвалидов Всероссийского общества слепых Юрий Николаевич Акшенцев написал заявление с просьбой расторгнуть с ним трудовой контракт по соглашению сторон. В отношении директора, вернее генерального директора предприятия ООО «Белавтодеталь», этот вопрос будет разрешаться в Москве на очередном заседании соответствующего управляющего органа, поскольку он напрямую подчиняется Москве, там свой порядок, скажем так. Но в результате, слава богу, завод будет существовать, было принято такое принципиальное решение. Будет развиваться. Сейчас наша задача, как членов правления, ну и как просто людей, понять, как нужно развить это и сохранить эти места. Они сохранены будут, но и развивать дальше, чтобы общество двигалось не по экстенсивному пути продать и так далее, а по интенсивному развивать. Ну, в принципе, наверное, это единственный путь для... Да-да. Смотрите, вы раньше говорили, что вам не давали ознакомиться с документацией завода. То есть вот вот когда приехала московская делегация в понедельник, вам уже дали такую возможность. Что вы увидели и какие у вас появились предложения вот после этого? Предложения у нас все те же. Это сдавать часть помещений, которые на сегодня есть, эффективно в аренду, за счет этого проводить ремонт помещений. И дальше за счет уже прибыли, которая, оказывается, в действительности есть и составляет реально около 3 миллионов рублей в год, что достаточно много. Этого хватит на ремонт канализации, там, которая вроде бы в таком достаточно ветхом состоянии? Если даже этого не хватит, то я надеюсь, что Центральное правление, так нас заверили, примет все меры к разрешению этой проблемы. Я вас перебил. Кроме того, что сдавать в аренду и получать еще прибыль, что еще? Да, конечно. Эти деньги и средства надо будет пускать и на развитие самих рабочих мест. То есть, хватит гнуть какую-то железку и отправлять ее через 2 города непосредственно в Тольятти. Это эффективно, это не вполне эффективно. Надо ведь искать какие-то новые тенденции, новые пути, в том числе и связанные с социальным предпринимательством и так далее. Инвалиды могут работать во многих сферах. По этому поводу, я думаю, что в конце следующей недели у нас уже будет заседание нашего правления. У нас назначена исполняющая обязанности председателя. Мы обязаны по уставу собрать вновь правление и решать эти вопросы совместно уже и открыто, и совместно и с обществом, и с государством, и с представителями центрального правления. Очень хорошо, что получилось так акцентировать внимание. И многие говорят: Булат, ты молодец, ты это сделал. Совершенно не такая позиция у меня. Дело в том, что многие факторы одновременно сошлись в одно и то же время и в одном и том же месте. Это и внимание общества, и позиция заводчан, и внимание центрального правления, их неформальный подход к изучению ситуации экономической у нас. А скажите, пожалуйста... И, конечно, средства массовой информации. Может, я какую-то в лепту, как член общественной палаты. В любом случае, да, вы так уж не скромничаете, кто-то всегда должен взять, поднять флаг и там все это дело запустить. Булат, скажите, а вот есть ли какие-то уже наметки по развитию? Потому как вы в прошлой нашей беседе говорили, что 1000 инвалидов в Уфе только, да, и завод на 20-25, по-моему, мест, это же вот капля в море. Может быть, есть уже какой-то план, как это увеличить? Есть какие-то системные решения? Системных решений нет, но принято решение вместе с Ленарой Хакимовной Ивановой, член Центрального правления, к ней проезжали, сесть и обдумать. Ведь, понимаете, на коленке системность не решишь. Но я уверен и гарантирую
однозначно одно, это то, что вот как бы останавливаться мы не будем и не намерены. Вот. Здорово. Это проблема, мы не будем оставлять свое внимание и намеренно развивать это, и чтобы молодежь работала, и чтобы и средний, и пожилой возраст работал. В этом есть потребность и у людей, и у государства. Почему это не работает? Надо сделать, чтобы работало. Абсолютно верно, мы абсолютно с вами согласны. И я помню пусть еще всё получится. года 2 или 3, еще до ковида, в Уфимском обществе инвалидов его лидер, председатель, сейчас фамилию не вспомню, выступал с идеей создания вот такой интерактивной системы, чтобы инвалиды знали, где есть свободные рабочие места, где есть, условно говоря, льготные билеты на концерты. То есть у него было какое-то предложение, но более такое расширенное, не только касающееся труда, но еще и отдыха, и развития инвалидов. Это была идея Уфимской организации инвалидов «Мир» Горбунова. Вот точно. Да. Я с ним очень тесно сотрудничаю. Именно эта организация предложила мою кандидатуру в Общественную палату республики. Они, вот пользуясь случаем, пожалуйста, кто хочет поддержать нашу Уфимскую организацию инвалидов, это совсем другая организация, советом, помощью, деньгами, чем угодно, пожалуйста, обращайтесь, потому что эта идея есть, но она сегодня реализуется буквально за счет личных инициатив каких-то. То есть фактически она неоплачиваема. А там большой объем работы, и мы недавно разговаривали. И, в общем, кто хочет поддержать, пожалуйста, обращайтесь. Называется УГОИ «Мир», Уфимская городская организация инвалидов «Мир». Мы всегда рады сотрудничеству, и совершенно без разницы, какого рода проблемы у человека с инвалидностью. В первую очередь, наверное, обращаемся к родителям и к родственникам инвалидов тоже. Ведь надо поддерживать всегда своих друзей, товарищей, заводить их в жизнь. Вот. Ясно. Ну, еще вопрос, который касается завода. Вы вошли в какую-то рабочую группу и будете дальше продолжать в этой истории находиться, как бы? Я как член правления и как просто член Общественной палаты Республики Башкортостан обязательно буду, вне зависимости от того, включит меня в какую-то группу или не включит. На сегодняшний день мой правовой статус тот же. Я член правления Башкирской республиканской общественной организации инвалидов на общественных началах. Я адвокат, это уже моя профессия, и член Общественной палаты Республики. У нас будет заседание правления, где сегодня, где исполняющая обязанности новая Галина Ивановна Бычкова будет выдвигать предложение по своему заместителю. Если она предложит мне стать ее заместителем, я не откажусь. Мне хочется вникнуть глубже в проблемы нашего общества. Мне хочется, реально принести... Но судя по тому, что вы об этом говорите, есть вариант, что предложит? Я думаю, это... Вы знаете, это такая вещь, это было бы логично, на самом деле. Честно говоря, не знаю, что там будет завтра, послезавтра. Я уверен в одном, что все, что я делал, несмотря на то, что я и не очень хороший комментарий в свой адрес слышал, все, что я делал, я думаю, что это правильно. Это потому, что доброе дело. Абсолютно согласен. И согласна. окончилась она хорошо. Тем более, что есть результат прям ощутимый, который, в общем... Да, и будем надеяться, что завод все-таки сохранится и не будет развиваться, и вы еще придумаете решение все-таки системное для того, чтобы рабочих мест для инвалидов по зрению, в том числе и для других, наверное, инвалидов стало больше. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Да. Напомню нашим радиослушателям, что это был Булат Сафин, адвокат, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых и член Общественной палаты Башкирии. Наш следующий собеседник тоже имеет отношение к инвалидам. Он сам инвалид-колясочник. Это Владимир Маргамов. Будем сейчас пытаться дозвониться до него. Он хоть и не юрист, но тем не менее он помогает в правовом смысле другим инвалидам в решении их проблем. То есть, помогает составлять какие-то ходатайства. Сейчас мы об этом с ним поговорим, что именно он делает. Вот. Одной из проблем, которой он занимается, это жилищная проблема. Ты знаешь, что есть законы, которые дают право на внеочередное предоставление жилья некоторым категориям людей, в том числе инвалидам и, допустим, людям, у которых есть какие-то определенные хронические заболевания. То есть у них есть на руках решение судов, хотя закон должен сам исполняться, а тут еще есть решение судов. Доброе утро. Но мы сейчас об этом более подробно спросим. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Вы можете сказать о конкретной ситуации, о которой мы только начали говорить, что есть люди, у которых есть право на жилье, по закону, даже есть решение суда, но они его не могут получить? Доброе утро. Давайте так, я начну с того, что ровно через неделю, ровно неделя осталась до 3 декабря.
Международного дня инвалидов. Да. Международный день инвалидов. Да. Вот. Это, в общем, такой день очень знаменательный. В числе мероприятий, приуроченных к этой дате, как то концертные программы, конкурсы, чаепития, обязательно проводятся конференции, на которых будут подниматься вопросы по улучшению жизни инвалидов, по созданию благоприятных условий для них. Так. В торжественных речах, как правило, будет отмечено, что несмотря на сложности и преграды, эти люди доказали, что они в силах преодолеть многое. Да, мы многое в силах преодолеть. Но при одном условии, если никто не мешает. Есть выражение «не можешь помочь, не мешай». В реальности же происходит то, что чаще всего мы вынуждены говорить: не хочешь помочь, хотя бы не мешай. Я знаю много ребят и девчат, добившихся больших успехов в творчестве, в спорте, в других сферах, но считаю, что достигли они этого в большинстве своем не благодаря, а вопреки. Понимаете, какая ситуация? Бордюры, лестничные марши, швеллеры установлены повсеместно под углом, на которые смотреть-то жутко. Отсутствие поручней – это не самые страшные препятствия, которые встречаются на своем пути человек на коляске. Преодолев с помощью окружающих все перечисленное, намного страшнее препятствия встречаешь в кабинете чиновника. Безразличие к твоей проблеме. Вот это самое. Владимир, ну расскажите о конкретном случае, о конкретной ситуации. Допустим, вот Да. вы мне вчера рассказывали, что у какой-то женщины, она инвалид по заболеванию, и она уже имеет справку, вернее, решение суда в октябре получила, что ей нужно, что администрация города обязана ей предоставить жилье в внеочередном порядке. Да. И Ну, что я к дальше этому было? Да ничего не было. Оно так вот, оно так и стоит в той Не, же ну стадии. подождите, вот все-таки, допустим, есть решение суда, приходит судебный пристав в администрацию, что и говорит: вот вам, пожалуйста, исполнительный лист, выполняйте. Так ведь я понимаю или нет? Выполнять. Дело в том, что вот какая суть здесь возникает. Понимаете? Вот я еще хочу сослаться на 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. К вопросам местного значения муниципального городского округа относится обеспечение проживающих в поселениях, нуждающих в жилых помещениях, малоимущих граждан жилыми помещениями. Так. Это обязанности. Это федеральный закон. Хорошо. Однако органы местного самоуправления, как городского округа город Уфа, так и районных, сельских муниципальных образований, приняли установку и повсеместно ее применяют. В чем она заключается? В выполнении своих полномочий, определенных федеральным законом, осуществлять только по решению суда. Ну, это вообще нонсенс какой-то, да? Согласны? Да. Представьте, Да, что, да, допустим, да. продавец будет продавать только по решению суда. Получается так. Понятно, что в таких административных делах администрации всех уровней являются административными ответчиками. Проигрывая процесс первой инстанции, они умудряются обжаловать. Ну, то есть еще затягивают это решение судебного органа. Умудряются обжаловать с такой пометочкой. Это наше право. Решение суда первой инстанции, естественно, без получения положительного результата. Вступивший в силу решение суда вместе с постановлением о возбуждении исполнительного производства откладывается в долгий ящик. В итоге в тяжбе, в борьбу за свое право жить нормально, полноценной жизнью в плане получения вне очереди адаптированного жилого помещения по договору социального найма, теперь ждет в своей очереди по исполнению решения суда. Мало выиграть суд. Надо добиться исполнения его решений. И вот то, что вы сказали насчет этой женщины, да, она сейчас в такой ситуации. У нее очень тяжелое состояние. Она страдает хроническим заболеванием, включенный в список, утвержденный Минздравом определенно. И даже эта категория граждан, обеспечение этой категории граждан предусмотрено жилищным законодательством Республики Башкортостан. Тем не менее, это все игнорируется и не выполняется. Ну а в чем проблема-то? Вот это проблема в человеческого фактора, люди, которые занимают какие-то посты, ответственные за предоставление жилья, или в том, что финансовая составляющая, может быть, не знаю, федеральное какое-то должно быть бюджетирование этих мест, или как это происходит? В данном случае чисто человеческий фактор. Чисто человеческий фактор. Я вот коснусь еще такой. Вот с первым своим обращением по насущей для меня проблемой, вот вы как сказали, инвалид-колясочек, все, я обратился в администрацию Уфы в 2007 году. Моя борьба продолжалась более 2 лет. А вы тоже для себя квартиру хотели получить? Ну, так хотели. Ну, в смысле, имели право и вот как бы вы добивались? Конечно, да.
Она заключалась в написании обращений, длительных месяцев ожидания ответа. Так, в 2007 году, хорошо. И когда все-таки вы добились своего? В конце 9-го года. 3 года. В 10-м году. Да. Прошло 14 лет. Последние 10 из них я вновь веду борьбу с администрацией городского округа Уфа, администрацией Мишкинский район. Кстати, в Мишкинском районе решение суда вступило в законную силу, я вам скажу, только не пугайтесь, в 2015 году. И что? Это правосудие не может быть исполнено в течение 6 лет практически. Да, решение так и не исполнено. А как, Вот какие обоснования? Какие Опять же, причины? те же самые, наверное, денег нет или как? Я хочу еще сказать, что вопрос о предоставлении жилого помещения вне очереди в администрации города категорически не рассматривается и не обсуждается. Довод один и те же. Нет адаптированного для инвалидов жилья. Здесь возникает вопрос, а почему их нет? Почему их нет, когда по закону предусмотрено, закон обязывает строить такие жилье? Нет денег для приобретения жилых помещений. Тоже неправильно, потому что идет финансирование на федеральном и республиканском уровне. И вообще, вы не один такой, и чем вы лучше других, требует жилое помещение вне очереди. Угу. Вот такое мне приходилось встречать, вот такое я получаю ответы конкретно. Вот, допустим, вы были бы на месте чиновника, что бы вы делали? Выполнял законы. Каким образом? Как бы, выполнять закон надо. Вот почему вот эти полномочия, которых на них возложил федеральный законодатель, они выполняют только по решению суда. Это да, это согласен. Это как-то вообще непонятно. Причем, когда забирают человека в армию, никакого суда не требуется. За тобой просто приходят по повестке и увозят, да? Приходит, увозят, да. Поэтому... Ну, продолжим. Если бы вы были на месте чиновника, вы просто исполняли закон, а вдруг, оказывается, у вас в бюджете на данный момент нет денег, что вы бы сделали? Понимаете, денег нет, это очень такое понятие абстрактное, денег нет. Дело в том, что деньги есть. Деньги есть. И есть жилое помещение. Мне тоже, я когда добивался... То есть это все отговорки были, да? Конечно. Я вот когда тоже вел борьбу, мне конкретно говорили, нет жилья, нет жилья, нет жилья. Но мне, например, когда я все-таки добивался своего, мне было предложено 3 жилых помещения. От 2 я отказался, потому что в тех помещениях, это я могу даже адреса сказать, на улице Ферина и улице Новомостовой в городе Уфе, даже там переделка, расширение проемов и прочее, не давала того результата, который необходим. Сейчас я живу в полностью адаптированном помещении. Вот. Широкий двери. У меня с улицы, интересно. я заезжаю с улицы по пандусу. Кстати, пандус не очень хороший, но обещали сделать. Я заезжаю с улицы в свою квартиру, не имея ни одного порога, ни одной ступеньки. Владимир, это очень интересно. Мне кажется, надо будет потом с вами отдельно эту тему поговорить, как вы этого добились, чтобы этот опыт не был распространен. Но, к сожалению, наше время подходит к концу, поэтому мы попрощаемся. Всего доброго. Это был правозащитник Владимир Маргамов. В студии был Разиф Абдуллин, Денис Ганиев, Никита Полянин. Спасибо, хороших выходных. Услышимся в понедельник.